Главные события уходящей среды 8 октября в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Создание единого преференциального режима на Дальнем Востоке обсудил Юрий Трутнев с главами регионов ДФО. Расскажем, какие еще темы поднимались на совещании с полпредом. В Якутии продолжается масштабная модернизация системы среднего профобразования. В рамках нацпроекта по всей республике открываются специализированные мастерские. В Ленском историко-краеведческом музее прошел премьерный показ документального фильма о герое Великой Отечественной. Картину посмотрели наши коллеги. Неделя архитектуры с выставкой и деловой программой проходит в Якутске. Мероприятие объединило специалистов в области градостроительства, студентов и всех неравнодушных к городской среде. 8 лет понадобилось энтузиасту из республики, чтобы издать свою родовую книгу. Ее презентация состоялась в столице в рамках форума родословия народов Дальнего Востока. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Якутию посетил стройплощадку Ленского моста и провел заседание вместе с главами регионов Дальнего Востока. Какие вопросы обсудили на совете, знает Даяна Федорова. На стройплощадке Ленского моста работы ведут круглые сутки. На сегодняшний день готов первый кофердам. Строители уже приступили к монтажу второго, который планируется завершить к началу следующей навигации. В следующем году будут погружены в воду оба кофердама. Для спуска кофердамов уже готовы стапельные пути, выставлены лебедки, тяговые, тормозные. Соответственно, ведется обустройство причальной стенки. Еще также будет установлено около 7 опор и около 5 пролетных строений, уже соединяющих эти опоры. На заседании Совета с главами регионов обсудили ключевые вопросы, касающиеся развития Дальнего Востока. Инновации, инвестиции, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Одним из вопросов стало строительство железной дороги из Алдана до Магадана. Для нас это очень важно и очень интересно. Договорились создать рабочую группу буквально в октябре с тем, чтобы подготовить информацию на январские слушания, которые традиционно проходят в Москве в конце января. Особое внимание уделено развитию энергетической инфраструктуры. В Якутии строится несколько крупных электростанций общей мощностью более 2 гигаватт. На Совете округа впервые озвучено решение о реализации крупнейшего проекта российской энергетики по строительству Канкунской ГЭС. Проект еще с советских времен разрабатывался, несколько раз к снаряду подходили, но в силу разных причин станция не построена. А сейчас компания «Эльга» выступила с инициативой за счет частных инвестиций в достаточно короткие сжатые сроки построить этот объект. Создание единого преференциального режима на Дальнем Востоке стало одним из поднятых вопросов на заседании. Основные цели создания – обеспечение опережающего роста инвестиций. Поддержка будет оказываться только новым инвестиционным проектам. При этом приоритет получат технологические и туристические проекты. Министр по развитию Дальнего Востока отдельно рассказывал о начале выполнения поручения президента по созданию нового единого преференциального режима. Это тоже для нас очень важно. Мы постараемся его собрать в таком виде, чтобы Дальний Восток еще долго, уверенно и стабильно развивался. Также на заседании обсудили исполнение госпрограммы социально-экономического развития ДФО и предложения по повышению эффективности ее работы. Даяна Федорова, Иван Саркаумов, Якутск. 10 октября в парламенте республики состоятся публичные слушания о внесении изменений и дополнений в Конституцию региона, предложенные главой Якутии Айсеном Николаевым. Они направлены в первую очередь на совершенствование отдельных в ней положений. Кроме того, изменения проводятся в целях приведения в соответствие с Конституцией России. Поправки затронут организацию публичной власти, сферу образования, а также более узкий круг законов, как использование и пополнение Республиканского фонда драгоценных камней и металлов, созданного первым президентом Якутии Михаилом Николаевым. Конституция Российской Федерации определяются какие-то возможности для расширения нашей самостоятельности и своих полномочий. Поэтому мы идем на такой шаг. Поправка, которая сейчас планируется в Конституцию, она предполагает, что полномочия по управлению этим фондом, его пополнению, а также его использованию и реализации этого фонда будет принадлежать республике. То есть мы будем иметь такую копилочку небольшую, которую будем в сложных моментах использовать.
В Северо-Восточном федеральном университете прошла встреча студентов юридического факультета с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. На встрече обсудили работу правоохранительных органов, систему государственного управления, ответственность юристов. Губернатор поделился личным опытом и профессиональными навыками и ответил на вопросы будущих коллег. Право не абстрактно. Право – это проекция закона на общество. И поэтому жизненный опыт людей, которые уже прошли немало, конечно, очень важны для того, чтобы наше общество было сбалансированнее, крепче, и чтобы молодые ребята и девчата, которые приходят в юриспруденцию, становились опытнее, становились сильнее, становились многограннее. Убежден, что эта встреча и способствовала тому, чтобы юристы Якутии стали сильнее и обрели новые навыки. В Якутии продолжается масштабная модернизация системы среднего профобразования. В рамках национального проекта по всей республике открываются специализированные мастерские, где студентов учат по мировым стандартам. Например, в коммунально-строительном техникуме готовят специалистов для строительной отрасли нового поколения. Все подробности знает Дарья Короленкова. Федеральные и республиканские инвестиции в образование – это не абстрактные цифры, это конкретное современное оборудование, которое меняет сам подход к обучению. Здесь в техникуме открылись 2 новые мастерские, которые уже называют лабораториями будущего, где студенты вместо традиционных чертежей создают цифровые 3D-двойники зданий. Студенты будут создавать цифровой двойник зданий и сооружений, начиная от стен, да, получается, заканчивается до инженерных сетей. Если раньше студенты делали дипломные работы, дипломные проекты, чертили, то сейчас с нынешнего года, да, уже начнут делать свои проекты в этой программе. Студенты уже по достоинству оценили новые возможности. Многие отмечают, что работать в современной программе стало гораздо удобнее. И теперь они всерьез задумываются о том, чтобы выполнять в ней не только учебные задания, но и свои дипломные проекты. Лично с этой программой я, конечно, сталкиваюсь впервые. Нас зачастую просто обучают на другом, на автокате. Ну, автокат, как уж в России, вот переходим потихоньку на вот эту программу. Ну, она довольно удобная, как для 3D, получается, моделирования. Поэтому я думаю, что это очень даже поможет. Вторая мастерская готовит специалистов по развитию территорий. Студенты учатся использовать беспилотные летательные аппараты для геодезической съемки, картографии и создания ландшафтных моделей. Мастерская предназначена для дронов. У нас есть дрон специально для геодезии. К этому дрону мы также прикупили 2 камеры. Первая камера, она для съемок местности. Вторая камера, она лазерная, она более точная. В принципе, получается, у нас как схема идет. Сначала студенты изучают теорию, я провожу практику учебную. Сейчас в Якутии в эксплуатацию введено 20 мастерских, а общий объем финансирования превысил 355 миллионов рублей. Каждая из них имеет уникальный профиль, готовя востребованных специалистов для реального сектора экономики Якутии. Дарья Короленкова, Виктор Дьячковский, Якутск. Неделя архитектуры с выставкой деловой программой проходит в Якутске. Мероприятие объединило специалистов в области градостроительства, студентов и всех неравнодушных к городской среде. Участников ждет насыщенная деловая программа и обучение лучших практик. Ключевым событием стала выставка в торговом центре «Кружало», где представлены работы местных проектировщиков и 14 конкурсных проектов. Среди них концепция новых музеев, а также проекты памятника и общественного пространства в честь первого президента республики Михаила Николаева. Победители конкурсов будут объявлены позднее. У нас параллельно сейчас идет семинар для муниципальных архитекторов и не только. Мы пригласили эксперта из Санкт-Петербурга, это федеральный эксперт. Мы, конечно же, повышаем свои компетенции. Мы поговорим о развитии территорий, мы поговорим о лучших практиках, об эксплуатации общественных территорий. Мы поговорим о кадрах, потому что это тоже достаточно большой вопрос. Мы затронем исторические центры Республики Саха-Якутия и как вообще мы их развиваем.
Жители поселка Алмазный Мирнинского района торжественно отметили открытие монумента, посвященного Великой Отечественной войне. Это событие стало важным этапом сохранения исторической памяти и патриотическим воспитанием молодежи. Создание подобного монумента стало возможным благодаря совместным усилиям местных властей, общественных организаций и неравнодушных жителей поселка. Открытие памятника приурочили к празднованию Дня Победы и призвано напомнить жителям Алмазного о значимости подвига предков, их мужестве и героизме. В два этапа. И первый этап в прошлом году это было возведение самого сквера без монумента. То есть были установлены мафы, сама площадь выложена. И в этом году также в рамках народного актива нам удалось все-таки установить гранитный монумент. И я очень рада, что это было приурочено к 80-летию Победы нашей великой. Поэтому это на самом деле очень важно, развивать патриотизм в наших жителях, рассказывать детям о подвиге наших дедов, прадедов. Это крайне необходимо, я считаю, для патриотического воспитания нашего будущего поколения. В Ленском историко-краеведческом музее прошел премьерный показ документального фильма об автоматчике-разведчике, снайпере, ветеране Великой Отечественной, герое социалистического труда Кирилле Попове, уроженце села Нерюхтя Ленского района. На показе побывали и наши коллеги. Перед началом просмотра к создателям документального фильма и зрителям обратились официальные лица. Они в своем выступлении отметили, что сохранение исторической памяти важно. Каждый поблагодарил причастных к выходу картины за проделанный труд. Есть люди, энтузиасты, которые помнят о том, что нужно оставить потомкам память, историю. Ведь это нужно даже, наверное, не нам, не взрослому поколению. Это нужно детям, нашим потомкам, чтобы всегда помнили и знали о том, какие герои жили на нашей земле, в нашем районе. За несколько минут до премьеры перед зрителями выступил и продюсер фильма. Людмила Зорина рассказала о задумке и воплощении идеи в жизнь. Съемочная группа, моя студия, почти 2 года работала над этим проектом. Мы выезжали на съемки в Наслега, были во время празднования Великой Победы в городе Москве, в городе Калининграде, где воевал наш герой фильма. В фильме была представлена насыщенная жизнь Кирилла Попова. От юных лет, проведенных в родном селе, до подвигов на фронте и послевоенного восстановления страны. Зрители увидели редкие кадры, услышали воспоминания родственников, друзей однополчан-героя. Над созданием фильма работал режиссер и оператор Семен Ермолаев. Это единственный человек в Ленском районе, который достиг вот таких высот. Было ему присвоено звание Героя соцтруда. Это выдающийся человек. И сегодня очень здорово, что мы нашему подрастающему поколению в год, юбилейный год со дня победы над фашистской Германией, год патриотизма в Ленском районе, мы показываем ту патриотику. Этот фильм даст определенный толчок для подрастающего поколения в части ответственности за ту землю, на которой они живут. В лицах зрителей читалось, что никто не остался безразличным. Много интересного узнал, что раньше были такие большие леспромхозы, Нюйский, Лёкминский, вот, что был там такой жесткий, трудолюбивый руководитель. Фильм получился очень содержательным и проникновенным. Он о настоящем патриоте, человеке до конца исполнившем свой воинский долг. Хотелось, чтобы фильмов, рассказывающих о героях прошлых лет, выходило больше. Благодаря им мы сохраняем память и передаем ее подрастающему поколению. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. Якутск стал одним из городов, принимающих выставку «Культура для победы». Она посвящена роли искусства в годы Великой Отечественной войны. Мультимедийная экспозиция раскрывает значимость культурного фронта и деятелях, внесших вклад в победу. Реализация выставки проводится в рамках всероссийского проекта и охватывает собой 6 регионов. «Культура для победы» открыта для посещения до 12 октября, после чего отправляется в Самару.
Здесь представлен вклад деятелей культуры в общее дело войны. Да? Когда наши деды, прадеды вложили все свои силы, да, все свое умение именно в это наше общее дело. Тут представлены отрывки, можно сказать, из произведений писателей, которые были участниками самой войны и писали о войне. Это очень интересно. Да? Также представлены отрывки, например, из спектаклей, которые ставились во время Отечественной войны. Да? То есть таким образом поднимался тоже дух народа, да? Давалась какая-то стабильность, ну и как бы вклад такой был именно деятелей культуры. Ветеранам труда предоставляются льготы на санаторно-курортное лечение. Воспользоваться ими могут неработающие ветераны, постоянно проживающие на территории республики. Курс пребывания не должен превышать 14 календарных дней. Возможно, два способа получения компенсации. Первое. Ветерану труда предоставляется путевка на санаторно-курортное лечение. При этом оплачивается 20% его стоимости. А также предоставляется выплата денежной компенсации в размере 80% стоимости всей путевки. Льготой можно воспользоваться один раз в 3 года, при условии, что санаторно-курортные учреждения должны находиться на территории Якутии. За прошедший период 2025 года компенсация понесенных расходов на санаторно-курортное лечение выплачена 19 ветеранам труда. Информацию о наличии путевок и по другим интересующим вопросам можно получить в Управлении социальной защиты по месту жительства. 8 лет якутянин потратил на то, чтобы узнать, кто его предки. Свое исследование Владислав Савин изложил в книге, которую презентовали на первом форуме родословия народов Дальнего Востока. Событие объединило множество участников, в том числе и из ученого сообщества. О том, почему люди тратят столько времени на изучение своей родословной, расскажет Саргалана Неустроева. Впервые Якутск объединил самых именитых исследователей со всего Дальнего Востока. Идея эта зародилась еще 2 года назад на втором съезде родословия народов Якутии. Именно тогда ученые сошлись на том, что методику изучения рода необходимо популяризировать не только для того, чтобы условный Иван Иванов узнал, кем был его прадед. Этот момент тоже есть, это такой интересный момент, но тем не менее самое главное состоит в том, что генеалогия вот в таком расширенном понимании выступает как методологический каркас решения многих социальных проблем. Вот это важно. Например, изучая генеалогию, можно решить проблему воспитания современного поколения, убежден профессор Андрей Савинов. Еще Михаил Ломоносов говорил: не зная истории, нет будущего. Над хроникой своей семьи долгое время ломал голову и Владислав Савин. По словам энтузиаста, еще с ранних лет ему не давала покоя тайна своего деда. О нем он знал лишь то, как его зовут, не более. А уже сегодня он знает историю своей семьи аж до 1730 года. Все их имена он изложил в книге и издал ее небольшим тиражом для родственников. Мне, например, всегда было интересно, кто мои предки. Когда я узнал первый раз, еще маленьким был, что у меня прадед Филипп, а больше ничего не известно, вот меня уже начало вот это как бы свербить, а кто такой этот Филипп? И вот я начал потом искать, нашел всю вот по отцовской линии родовую, всю полностью нашел, тоже так же. До 18 века начала. На это исследование Владислав Савин потратил 8 лет. Все эти годы он выезжал в районные архивы, библиотеки, посещал родственников. Сегодня в составлении генеалогического древа помогают современные технологии. Например, программа новосибирского разработчика «Древо жизни», которая позволяет объединить и систематизировать все полученные в ходе изысканий данные. В моем случае первую мою базу моей семьи создавал мой 4-родный дед. А затем он умер, это перешло к моему отцу, и после этого я теперь занимаюсь, то есть уже в 3-м поколении. И я веду эти данные, поддерживаю в актуальном виде, потом передам своим детям. А самое главное, что эта база автономная и никакой утечки данных быть не может. Программа используется по всему миру и насчитывает сотни тысяч пользователей. Самое большое их количество в Якутии, где история рода так же важна, как история страны. Саргалана Неустроева, Артумен Наговицын, Екатерина Амосова, Якутск. Национальный театр танца Якутии открыл международный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Артисты привезли спектакль с грозными очами, с острым кулаком «Девушка-богатырь Каидан» в постановке Сергея Потапова.
Зрители увидели историю по мотивам Олонхо, рассказанного легендарным сказителем Сергеем Зверевым. На сцене героический эпос раскрылся через шаманский ритм, архаичную и современную пластику. Спектакль шел под живую музыку и таюк. Сцена превратилась в настоящее место силы. Девушка-богатырь преодолела все трудности, и добро победило зло. Среди участников фестиваля театры из Казахстана, Индии, Бахрейна и Китая. И вот как зрители аплодировали якутским артистам. И это очень здорово, потому что это все одна Якутия, ее разные грани. Вы талантливейшие люди. Я смотрела и просто с удовольствием смотрела. Мне больше всего запомнилась музыка, с одной стороны, и как на эту музыку была поставлена хореография, потому что очень трудно языком танца передать сложные человеческие переживания. Но мне кажется, что и артистам, и режиссеру это с полным успехом удалось сделать. Хоровая баталия – праздник вокального искусства в Мирнинском районе. В рамках празднования Дня пожилого человека, юбилея Великой Победы, состоялась музыкальная акция «Конкурс «Битва хоров». 10 талантливых коллективов со всего района собрались вместе, чтобы поделиться своим искусством и продемонстрировать силу коллективного творчества. Конкурс стал настоящим праздником музыки и вдохновения. Сами коллективы разных поселений исполнили любимые песни военных лет и народные мелодии. Этот фестиваль уже 7-й раз стал доброй традицией, способствующей укреплению межпоселенческих связей и развитию творческой активности среди жителей Алмазного края. Вот уже 7-й раз у нас именно битва хоров среди ветеранских организаций. В каждом населенном пункте у нас есть свои ветеранские коллективы. Сегодня представлено все, кроме северной площадки, то есть это все наши поселки, ну и, соответственно, несколько коллективов от Мирного. Это не просто такой соревновательный дух, это и поздравления с Днем пожилого человека, но все равно очень престижно считается уехать с призом Гран-при. Он у нас переходящий, и населенные пункты прям борются за него. Таким увидели этот день наши корреспонденты, ну а я с вами прощаюсь. До встречи.